За плечами Натальи Каренченко 30 лет педагогического стажа. Начинала свой профессиональный путь в школе, работала в ПМПК, а сейчас Наталья Геннадьевна учит произносить правильные звуки в детском саду «Рябинушка». Мы работаем над артикуляционной гимнастикой, пальчиковая гимнастика, дыхательные упражнения делаем с ребенком, ставим звуки, потом закрепляем их. Сначала изолированно в слогах, в словах, дальше в предложениях, в словосочетаниях, во фразовой речи. Индивидуальные занятия – самая важная часть работы логопеда. В диалоге с ребенком корректируются те звуки, которые не даются именно ему. Важный инструмент при этом – зеркало, чтобы малыш видел положение подбородка, щек, языка, зубов и мог повторить за педагогом. Мамочка, я люблю. И я тебя люблю. Трехлетний Паша уже может выражать свои чувства словами, а год назад он не говорил совсем, все показывал только жестами. Благодаря слаженной работе родителя с логопедом мальчик делает успехи. Безумно довольны взаимодействием, результатом, обратной связью, что очень важно для нас, как для родителей. Ну и, конечно же, мы видим по ребенку, насколько он стал лучше разговаривать, насколько он стал усидчивее даже дома. Мы, если пытаемся заниматься, с мамой-то это тяжело, с мамой можно побаловаться, с мамой можно поразвлекаться, а когда человек сторонний занимается, нам очень нравится. В детском саду «Рябинушка» есть группы с коррекционной направленностью для детей с ОВЗ с нарушением речи. Здесь работают 4 логопеда и 2 дефектолога. В тандеме с психологом и учителем физкультуры они тщательно работают над коррекцией речи у детей. Но без поддержки родителя сложно достичь положительных результатов. Нужно побольше читать, общаться. Даже когда где-то гуляют, идут домой, сидят в очереди, допустим, в поликлинике, всегда нужно находить занятия, чтобы поговорить с ребенком, обсудить, даже спросить, как у тебя день прошел, а у меня вот так, а ты как провел день, что у тебя было нового, что интересного, что вы кушали, где вы гуляли. То есть на все обращать внимание. И тогда речь ребенка будет радовать своих родителей. Работу логопеда можно сравнить с работой скульптора. День за днем по крупице вытачивать правильные звуки, как мастер, добиваясь идеального рельефа, правильного произношения. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерінгрі.